какой град у нас в Стерлибакове. С ума сойти. Смотрите, что творится. Все помидоры, наверное, погибнут. С ума сойти. Это в Стерлибакове. Вот какой град в Стерлибакове сегодня. Вот сегодня 22 июня. Какой град страшный. Вроде утихает. Сильный был дождь. Ливень кратковременный. Наконец-то дождь перестал. Я уже боюсь выходить. Что натворил тут дождь? Сейчас посмотрим. Здесь все хорошо. Посмотрите, у меня какая хоста. Красота, да? Здесь ничего такого страшного. Вон, посмотрите, ямы какие. Вода здесь везде. Ой, как на улице свежо, прохладно. Здесь тоже у меня все хорошо. На улице никого нет. Винограды у меня пошли. Вон розочки начали цвести. Красотулечки. Ой, вот. Лепестки попадали. Сейчас посмотрим, что у нас тут творится. Доброе утро всем. Всем добрым людям. Вышла сегодня проверять. Вчера был такой град, я вам показала. Ой, вон. Капусту все продырявило. Но не страшно. Я думаю, не страшно. Самое главное, есть ось. В серединочке ничего страшного. У нас почти каждый день дожди. Вот надо клубнику собирать детишкам. Хорошо, что я успела подвязать нормально помидоры. Помидоры хорошие. С ними тоже ничего не случилось. Висят помидоры, висят. Вот какие помидоры. Все нормально. А вот цветет картошка. Красота. Все нормально. Слава Всевышнему. Картошка будет, Алла верса. Опять гремит. И здесь, где у меня навоз за теплицей, здесь земля очень хорошая. Ну, конечно, тенечек, яблоня тут. Но все равно, вон, посмотрите, картошка растет нормально. Сверху-то хорошо растет, но
Осенью увидим маловерса. Картошка здесь как получится. Кабачки вот у меня растут тут. Ой, он маленький кабачок, желтенький. А здесь я поздно посадила, потому что здесь у меня были рассады. Ой, тут тайга, перчики мои. Вот плоды маленькие есть. Я их сюда посадила, потому что было очень холодно на улице. Перцы теплолюбивые, поэтому решила посадить здесь. Но бывало, я здесь иногда сажала. Перцы мало, но очень крупные получаются. Что будет, то будет. А здесь огурчики. Вот они. Это какая-то гирлянда называется. Я не запоминаю. Сейчас соберу детишкам. Они не очень крупные, молочные, зато вкусные. Вот они. И здесь вот помидоры. Ну вот, слава Всевышнему, все хорошо. Вот наши курочки тоже позавтракали, едят траву. А вот я набрала огурчиков, сделаю салат. Нам на сегодня хватит. А Арчи что-то ждет. Или кого-то ждет. Меня, наверное, ждет. Я тебя накормила. Еще хочешь кушать? Ты же там не доел. Ой, таскается со мной везде. Ой, не выспался. Вот ты мой холёсий. Какой-то грустный ты. Ребятишки не выходят с тобой играть, да? Или домой хочешь? Ой, да, пошли домой. Наверное, опять будет дождь. Не дай бог, град, конечно. Вот такое небо у нас сегодня. Какое-то некрасивое. Но зато на улице не жарко. Погода хорошая. Конечно, хотелось бы поработать в огороде. Сорняк все равно растет. Немножко мотыгой пройти. Порыхлить немножко землю. Но земля очень даже мокрая. Опять все зарастет травой. Но ничего страшного. С ребятишками выйдем, поработаем. За мной пришел. Мяукает. Айда, говорит, домой. Че, говорит, там стоишь, болтаешь? Вот столько обуви сушим. На улице пасмурно. Немножко дождь. Не сохнет. Вот петунии. Здесь я траву покосила. Красота стала. А вот здесь я не успела. Вон какая трава. Здесь Боня сидит, траву ест. Вон бутончики появились. По-моему, это или чайная роза, или белая роза. Не знаю. Зацветет наша розочка. Видно будет. Вон слышно гудит. Все тут гудят. Бензокосилкой косят. Ой, желтая лилия зацвела. Розина любимая. Но роза моя белые лилии любит. Вот это многолетний цветок.
Не знаю, как называется. Может, кто-то знает. Подскажите, пожалуйста. Если что, я куплю семена. Это в прошлом году мне дали один кустик. Это многолетний цветок. Сейчас поближе я вам покажу. Не знаю, как называется. Я бы через Валберс заказала бы. Побольше посадила бы. А вот эти цветы лаватера называется. Ну, вот такой вид у нас пока. Я думала, винограды совсем погибли. Нет. Все нормально. Они у меня в этом году замерзли. Плоды немножко есть. А вот у этого винограда плоды нет. Очень вкусный был виноград. Ой, красотулечки. Вот это красота. И свет такой яркий. А аромат какой. Это у меня клематис. Вот он еще. И здесь розочка. Тоже бордовые. Ой, вот здесь цвет какой приятный. Посмотрите, мои хорошие. Ой, любуюсь, не налюбуюсь. Ой. Ну что, мои хорошие. Ненеки работает тут. Любуется. А ты меня зовешь и зовешь. Это роза, которая прислала мне дочь. Ой. Вот и листочки продырявили. Надо Розе показать. Она мне подскажет, чем опрыскивать. Я даже не видела. Какие-то хулиганы тут безобразничали. Пока здесь мы не отдыхаем. Да и некогда. После бани, конечно, хорошо здесь чай пить. С земляничным вареньем. Ну вот, мои хорошие, пока вид вот такой. Скоро дождь начнется. Добрый вечер, мои дорогие подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Вот я в лесу, можно сказать, ну, на поле. Приехала ягоды собирать. Хоть чуть-чуть отвлекаться. Здесь так хорошо. Аромат цветов, трав, ягод. Но на душе у меня скребит кошка. Так мне тяжело, мои хорошие. У меня опять потеря. — 23 июня мы потеряли брата. Брата Заки. Внезапно, так быстро, так больно, так страшно. Он был мне и братом, отцом, другом. Всегда меня поддерживал. Я всегда к нему обращалась. Он меня поддерживал и морально, и материально. Всегда давал хорошие советы, жизненные советы. Успокаивал, подбодрил. Не стало нашего дорогого, любимого брата. Это так случилось быстро.
и непонятно. Ему всего было 70 лет, 19 сентября исполнилось бы ему 71, а в ноябре они собирались отмечать 50-летие совместной жизни. Они жили очень хорошо, растили 2 детей, сына и дочь, дали образование хорошее, поддержали, у всех квартиры, хорошие машины. Я после похорон лежала сутки, почти не вставая. Ребятишки сами подогревали, ели, за живностью смотрели. Я все время лежала, плакала. За что нам такое горе? Потери за потерей. Ведь недавно только сестру потеряла. Потом потеряли маленького человечка, 3,5 года, двоюродного брата, внука. Столько у нас потери. Я думала о многом, плакала, вспоминала брата, как он приезжал, как он мне помогал. Помогали всегда с женой. Всегда были добры, они обо мне заботились, и я всегда радовалась, что у меня есть такой брат, и гордилась. В последний путь провожать пришли много людей с работы. Он ведь в Пагате работал, по-моему, 44 года. У него на трудовой книжке принят и уволен. Столько лет работал в одном месте, его уважали. Соседи, знакомые, родные собирались как на Сабантуе. И все плакали. О таком человеке можно говорить долго и много. Просто мне говорить тяжело. У нас у татар говорят, если много будешь плакать о покойнике, он будет лежать в воде. Поэтому я не хочу много плакать, но слезы сами текут. Он, конечно, не любил сниматься. Ой, говорит, только меня не снимай. Я, говорит, не любитель сниматься. И сейчас очень жалею, что я его украдко не снимала. Ну ладно, мои хорошие, меня не теряйте. Будет возможность, я короткие ролики выпущу. Сейчас дел очень много. Не надо опускать руки. Живым надо жить. На этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, не терять своих близких, позаботьтесь о них и мирного неба над головой. Всем пока-пока, до следующих встреч. Вспоминайте, пожалуйста, моего брата добрым словом. Заки Закировича.